Ажиотаж на гречку. В Уфе проверили, хватит ли продовольствия жителям республики. Для журналистов был организован пресс-тур по крупным складам и производствам Башкортостана. Гречки нет совсем. Вот это вся гречка, которая осталась. Пустые полки и огромные очереди. Гречка – новая валюта, шутят интернет-пользователи. На вес золота или даже вместо алмаза для любимой. Вместе со всей страной Уфа скупала на выходных гречневую крупу. Гречки, которые в последние дни у уфимцев пользуются особой популярностью, здесь вдоволь. Крупа занимает несколько ярусов стеллажей. Ее примерно больше 200 тонн. Спрос на гречневую крупу в столице республики действительно увеличился. С понедельника больше, чем в 2 раза. Продукцию чаще стали отгружать в магазины. По словам специалистов, в республике сегодня есть запас гречки на 2 месяца. Долгие месяцы поставщики, в принципе, не знали, куда эту гречку деть. И, по сути, остаток товара есть. То есть остаток у нас был. Соответственно, дополнительно, мы, естественно, увеличили сразу объем поставок. Один из самых долговечных продуктов – консервы. Спрос на них тоже возрос. В магазины республики Уфимский комбинат поставляет на 5-7% больше. В итоге ежедневно около 40 тонн. У нас сегодня полностью забиты склады холодильника. То есть мы имеем не менее 2,5-месячный запас производства сырья. 200 тонн мяса птицы ежедневно выпускают на птицефабрике. План пишется раз в 2-3 года. На 2020, согласно графику, выпуск увеличили на 5%. На предприятии замкнутый цикл производства. Выращиваем родителей, получаем яйцо инкубационное, инкубируем, выращиваем на площадках выращивания, перемещаем на убойный комбинат. На убойном комбинате, соответственно, производим все мероприятия, необходимые для того, чтобы получить готовую продукцию. По 250 грамм масла на каждого жителя республики производится ежедневно. Чешминский маслоэкстракционный комбинат работает в обычном режиме. Перерабатывает порядка 1000 тонн подсолнечника в сутки. Круглосуточно здесь пекут ароматные батоны, сдобы и баранки. Только тут производят черниковский хлеб. В целом сейчас изготавливают примерно 30 тонн. В переводе на буханки больше 40 тысяч. Мы сейчас имеем где-то 200 тонн муки, 10 дней запаса. Но это потому что мы больше не можем, возможности, у нас силоса, склады. Поэтому пока перебоев с поставками муки мы не замечаем. Всплеск продаж товаров первой необходимости пришелся на выходные. В следующие субботу и воскресенье ожидают вновь толпы покупателей. Если сравнивать с новогодним ажиотажем, то во время ажиотажа паникеров продали пока меньше продукции, примерно в 2 раза. К нам обратился ритейл. Первый – освободить их и пропускать их грузовые машины с перегрузом, для того, чтобы весовой контроль их не останавливал. Это раз. 2. Попросили, чтобы Роспотребнадзор не штрафовал за ночную работу, то есть чтобы могли ночью выгружать в магазины. Мы, конечно, ожидали, чтобы тот всплеск, который пошел, чтобы люди больше покупали башкирской продукции. Продукции впрок, а значит и оснований для повышения цен нет, считают специалисты. Ситуацию мониторят Министерство сельского хозяйства. Также президент России поручил прокуратуре и Федеральной антимонопольной службе бороться с завышением цен на продукты. Лилия Курбанова, Артур Елаев, Азат Тузбеков. Новости.